27 апреля 1922 года Якутия стала автономной республикой в составе России. 20 век. Эпоха фундаментальных перемен. Мы строили новое государство и начинали промышленное освоение территорий. 20 век стал для нашей республики временем незабываемых побед и самоотверженного труда первопроходцев. Геологи, ученые, педагоги, труженики села, жители Якутии сделали, кажется, невозможное. Построили в самых суровых условиях на планете новую жизнь. Открыли миру огромные природные богатства, сохранив самобытную культуру и традиции неповторимой якутской земли. В год празднования столетнего юбилея автономии Якутии мы вспомним главное о людях и событиях. История нашей республики – это история каждого из нас. Хроника наших свершений продолжается. 2022. Празднуем вместе. Добрый день! Приветствуем вас на презентации юбилейной эмблемы и торжественном запуске официального сайта «Столетие образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики». В мероприятии принимают участие Местников Сергей Васильевич, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, Кириллин Гаврил Витальевич, министр по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия, Антонова Аида Константиновна, исполняющая обязанности руководителя Государственного автономного учреждения Республики Саха-Якутия Конгресс-центр Якутия. Эксперты в области культуры, истории и дизайна. Чекачев Андрей Васильевич, живописец, член Союза художников России, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия, лауреат Государственной премии Республики Саха-Якутия Платона Алексеевича Аюнского, Шапошникова Туяра Ефимовна, заведующая кафедрой живописи и графики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Арктический государственный институт культуры и искусств, доцент, член Союза художников России, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия, Павлов Ростислав Иванович, руководитель дизайн-студии «Сулусчан», представители средств массовой информации. Слово предоставляется заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергею Васильевичу Местникову. Добрый день, уважаемые коллеги. В преддверии празднования Дня Республики 27 апреля текущего года мы сегодня подготовили презентацию нашего официального логотипа и сайта. Хотел бы отметить, что в 2022 году в Республике Саха-Якутия состоится историческое событие – столетие образования якутской автономии, празднование которого станет крупным национальным, духовным и политическим событием не только в нашей республике, но и в Российской Федерации. Еще в 2014 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о праздновании этого значимого исторического события столетия образования Якутской АССР. И с этого момента у нас началась подготовительная работа на уровне Российской Федерации и Республики, подготовлена концепция празднования столетия образования Якутской АССР, определены основные цели и задачи, подходы. И сегодня мы имеем два плана. Это федеральный план подготовки проведения и республиканский план. Федеральный план определен, утвержден полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Петровичем Трутневым, и предусматривается в рамках него федеральное финансирование, также обеспечивается из бюджета республики, и в рамках этого плана мы проводим ремонт оснащения объектов культуры, образовательных учреждений, выпуск документальных фильмов, это и издание научного труда «Истории Якутии», который имеет исключительно важное значение для просветительской деятельности. Ну и план республиканских мероприятий, он также утвержден распоряжением правительства в прошлом году, и сегодня
со стороны ответственных министерств и ведомств исполняется этот план мероприятий. Хотел бы отметить особую значимость этого события. Сегодня каждый житель должен участвовать в подготовке празднования этого события. Каждый житель, он должен быть вовлечен, и мы через год должны отметить этот праздник на высоком организационном уровне. У нас предприятия, организации, муниципальное образование, все абсолютно должны быть также вовлечены в этот процесс. Сегодня муниципальные образования района завершают на своем уровне подготовку своего плана мероприятий, и, соответственно, они тоже с этого года начнут реализовывать. На уровне предприятий, организаций, независимо от форм собственности, также должны быть приняты и реализованы планы мероприятий. Ну, для нашей молодежи, для подрастающего поколения это событие имеет особое значение. Каждый, кто сегодня, значит, обучается в школах, в высших учебных заведениях, учреждениях профобразования, должны понимать значение этого события. Ровно 100 лет назад республика как автономия образовалась, были подписаны исторические документы. Не так уж легко пришлось это решение нашим руководителям, видным государственным деятелям. Они несколько раз это решение добивались на уровне Иркутской губернии, на уровне Москвы. И, наконец, 27 апреля был подписан окончательный документ, который определил статус Якутии как автономной республики в составе Советского Союза. И вы знаете видных наших государственных деятелей, это прежде всего Максим Кириллович Амосов, это Платон Исеевич Аюнский, и Барахов Исидор Никифорович. Они добивались принятия этого решения на федеральном уровне, и, учитывая их вклад в становление в автономии, сегодня проводятся мероприятия по увековечиванию их памяти, в том числе на местах в муниципальных образованиях, в которых они жили и работали. Это в Татинском районе, в селе Черкех, это в Намском улусе и Верхневилюйском улусе, в селе Харбалах будут построены объекты культурного значения, которым будут присвоены их имена. Ну, поэтому мы хотели бы со своей стороны призвать всех жителей республики включиться активно в процесс подготовки. В рамках многих министерств действуют различные проекты и программы, поддержка общественных инициатив, грантовая поддержка. И просим принять самое активное участие в подготовке и праздновании этого исторического значимого события в нашей республике. Спасибо. Спасибо, Сергей Васильевич. Позвольте мне представить вашему вниманию юбилейную эмблему столетия образования Якутской АССР. В рамках подготовки к столетию образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики Министерством по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия совместно с государственным автономным учреждением Конгресс-центр Якутия проведена работа по созданию юбилейной символики брендбука с привлечением экспертов. Основным разработчиком юбилейной эмблемы столетия Якутской АССР выступил ведущий дизайнер Якутии Ростислав Иванович Павлов. Созданная эмблема объединяет традиционные для Якутии образы и метафоры, узнаваемые символы республики, основанные на данных исследовательских работ этнографов, культурологов, краеведов, таких как Мандар Ус, Йохансен Улла Кристина, Петрова Светлана Ивановна и Заболоцкая Зинаида Михайловна. За основу юбилейной эмблемы использованы 3 символа, как олицетворение планомерного хода времени от самобытной истории Якутии до сегодняшних дней, где республика стала отдельной административной единицей со своей государственной символикой. Обратите внимание, серге, коновязь, ритуальный столб означает, что у местности, где оно установлено, есть хозяин. Символ дерева жизни, мирового дерева, объединяющего 3 мира – верхний, срединный и нижний. Серге для нас – это символ счастья и благополучия.
Герб. В центральной части логотипа изображен основной государственный символ Республики Саха-Якутия – древний всадник со знаменем с наскальных рисунков реки Лена как символ древней истории. Вечный календарь. Один из наиболее распространенных типов якутского календаря, вариантов которого множество, так как у каждого улуса, у каждой семьи была своя уникальная дощечка с важными датами. Одна из особенностей якутских календарей – это то, что они сделаны без привязки к определенному году, поэтому их называют вечными календарями. В стилистике фирменного оформления использованы цвета республиканского флага, северного сияния, простые геометрические формы и упрощенные пиктограммы как дань уважения к историческому наследию, а также традиционные национальные узоры и орнаменты. Лировидный орнамент «Көхүр ою». Его название и внешние очертания похожи на сосуд для хранения кумыса. Данный орнамент символизирует плодородие и развитие. Орнамент в виде цветов «себеки ою». Цветочный узор часто можно встретить на изделиях из дерева XIX и XX веков. Такой узор символизирует движение, новые жизненные силы, набирающие обороты. Сердцевидный орнамент «сюрях ою». Им традиционно украшают одежду, берестовую посуду. У всех народов этот орнамент олицетворяет любовь и согласие. Отмечу, что дизайнерское решение несет в себе не только эстетическую функцию, но и познавательную. Данную эмблему столетия предлагается использовать для оформления праздничных мероприятий, печатной и сувенирной продукции в средствах массовой информации с целью формирования четкого, узнаваемого и запоминающегося образа векового юбилея нашей республики. Спасибо за внимание. Слово предоставляется основному разработчику эмблемы Павлову Ростиславу Ивановичу. Внимание на экран. Всем добрый день. Меня зовут Ростислав Павлов. Я руководитель студии дизайна «Спусчан». В прошлом году мы начали разработку юбилейного знака. Сперва мы пошли по пути соединения России и Якутии, то есть в знаке у нас сочеталось и Россия, и Якутия. После этого мы перебрали очень много вариантов. И вот совместно с Конгресс-центром мы все-таки добились, я думаю, удовлетворяющего всех хорошего результата. В целом это была интересная работа, интересный опыт. Я уже очень много лет работаю в сфере дизайна в нашей республике, в том числе и с заказчиками государственными, поэтому опыт большой. Вот. Ну, я надеюсь, что в целом перспектива у нас работы совместной какая-то еще будет впереди. Вот все, что хотел сказать. Спасибо, Ростислав Иванович. Попросим наших уважаемых экспертов высказать свое мнение. Слово предоставляется Чикачеву Андрею Васильевичу, живописцу, члену Союза художников России. Андрей Васильевич, вы нас слышите? Да, слышу. Пожалуйста. Добрый день участникам. На мой взгляд, эмблема целиком отвечает всем требованиям профессиональным, также эстетическим требованиям эмблемы данной. И во многом отражает все в символистической форме. У меня все. Спасибо. Спасибо, Андрей Васильевич. Слово предоставляется Шапошниковой Туяре Ефимовне, заведующей кафедрой живописи и графики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Арктический государственный институт культуры и искусств». Пожалуйста, Туяра Ефимовна. Здравствуйте. Я вот тоже как профессионал хочу отметить очень хорошую работу, очень такую большую, серьезную, исследовательскую.
Перед нами представлен такой логотип, скажем, однотонный, да, он может быть и в белом виде, да, и также и в синем варианте представляться. И вот как уже сегодня представили, здесь 3 символа образных, да, которые, в общем-то, вначале воспринимаются именно как символы, да, Сергея, герб и календарь. И только потом уже ты понимаешь, что это цифра 100. И это совершенно верно, потому что это, ну, такое течение вот в дизайне, что не должны быть каких-то лобовых решений. То есть мне это очень импонирует, то, что потом мы как бы осознаем, включив все визуальные образные ряды вот этих символов, она как бы приходит в заключение, что это цифра 100. Вот это мне очень понравилось, и именно выбор этих знаков очень как бы такой отточенный, я бы сказала, да. И, конечно же, форма квадрата, который заключается как логотип, она дает очень такую устойчивую как бы форму, да, именно как устойчивого такого развития, истории, вообще событий. Вот. Ну и также, конечно же, мне было интересно посмотреть на дизайн именно баннеров, вот ее цветовой палитры. Вот. И тоже хочу отметить, что очень современный, выбранный тоже в традиционных наших государственных цветах, синий, красный, зеленый и белый. Но в то же время есть дополнительные цвета, которые как бы расположены в градиенте, да, то есть в растяжках. Это тоже очень такой современный подход, как бы известный, потому что сейчас технологии все это позволяют делать. Ну и также мне очень импонировало вот это вот использование традиционных орнаментов якутских в виде растительных орнаментов традиционных, которые тоже очень тактично вставлены в баннеры, тоже, ну, как бы так, в прозрачной форме, да. То есть я говорю чисто как профессиональный художник, график, и хочу поздравить именно создателей и как бы группу дизайнеров, которые так качественно и профессионально выполнили эту работу. И поздравляю всех нас с началом, ну, такого большого события, так, стартового. Спасибо. Большое спасибо, Туяра Ефимовна, спасибо за ваш вклад. Разрешите мне предоставить слово для презентации сайта «Столетие образования Якутской ССР» Антоновой Аиде Константиновне, исполняющей обязанности руководителя Государственного автономного учреждения Республики Саха-Якутия «Конгресс-центр Якутия». Коллеги, добрый день. В рамках реализации мероприятий «Столетие образования Якутской ССР» задействованы все министерства, ведомства, муниципальное образование республики. ГАО «Конгресс-центр Якутия» как координатором общим, да, за организационное сопровождение мероприятий налажена работа плотная со всеми ответственными органами и ведется полный мониторинг хода исполнения планов. Ранее вся информация «Столетие образования Якутской ССР» размещалась на официальных площадках отдельных министерств и ведомств. И для того, чтобы узнать какую-то конкретную информацию о каком-либо мероприятии, приходилось обращаться к нескольким источникам. И сегодня мы хотим представить официальный сайт «Столетия», который выступит первоисточником полной достоверной информации о всех мероприятиях, приуроченных к этой юбилейной дате. Графический дизайн сайта оформлен в соответствии с официальным брендбуком. Сайт состоит из 7 разделов и подразделов, и в которых будет отражена история, да, основные моменты развития Якутии, основные этапы в культуре. Отдельный будет раздел, посвящен людям, которые внесли наиболее весомый вклад в развитие по отраслям. Далее у нас будет размещена информация, архивные материалы, цифровые фото, видео, театральные постановки, художественные фильмы, онлайн-показы,
документальных и художественных фильмов. Кроме того, на сайте будет представлены активности, это обязательно конкурсы, какие-то народные голосования, тестирование, да, на знание истории родного края. Вот, значит, также обязательно на сайте будет отражена официальная информация об организационных комитетах на федеральном, республиканском уровнях, о всех мероприятиях, вот как уже сегодня отметили, о федеральном плане, о республиканском плане. И приглашаем вот всех жителей и гостей республики посетить наш новый сайт. Он живой, он до сих пор наполняется и будет наполняться постоянно. Поэтому мы открыты, ждем ваших предложений для наполнения нашего официального сайта. Спасибо. Спасибо, Ида Константиновна. Свое видеообращение нам направили представители общественной организации «Саха Диаспора». Это Лазарев Анатолий, Канада, и Соловьева Вера, США. Внимание на экран. Дорогие земляки, поздравляем вас с презентацией юбилейной эмблемы и торжественным запуском официального сайта «Столетие образования Якутской ССР». Юбилейная эмблема четко и емко показывает значительность и величие столетнего юбилея родной республики. Очень символично, что в юбилейной эмблеме объединены три основных символа республики – серьга, герб и вечный календарь. Празднование столетнего юбилея республики имеет большое значение для нас, якутян, проживающих за границей. За последние 10-15 лет количество земляков, работающих и обучающихся за границей, увеличивается. Сейчас якутяне живут на всех континентах нашей планеты. Якутяне работают в различных сферах экономики. У нас есть программисты, финансисты, инженеры, медики и другие специалисты. Наша молодежь получает образование в лучших учебных заведениях мира. При этом мы не теряем связи с Родиной, поддерживаем и пропагандируем культуру и обычаи народов нашей республики, проводим различные мероприятия и празднуем регулярно СССР. Мы готовы внести свой посильный вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха-Якутия. Уверен, что празднование столетнего юбилея образования родной республики станет катализатором объединения наших земляков, живущих в разных странах мира, и укрепления наших связей с Родиной. Я присоединяюсь к словам и поздравлениям Анатолия Лазарева и хочу представить вам наш веб-сайт Саха Open World Саха Диаспора, созданный группой якутян, живущих в разных странах мира, с целью объединения земляков и продвижения положительного имиджа нашей Родины Республики Саха-Якутия. Наш сайт поделен на несколько категорий. Первая из них – это жизнь диаспор и знакомства. Здесь мы знакомим читателей жизни диаспор в разных странах и представляем земляков, живущих за рубежом. Ведущими данной рубрики являются Вероника Попова и Ирина Григорьева. Следующая страница проекта – это место, где мы складываем описание проектов, созданными силами Саха-Диаспора. Ведущими и часто вдохновителями данных проектов являются Мира Максимова и Николай Артемьев. Очень важная рубрика для составления хронологии событий, проведенными когда-либо земляками, живущими за рубежом, является рубрика «Летопись». В этой же категории вы найдете ссылку на наш старый архивный сайт. Следующая категория – это культурное возрождение в мире. Она объединяет несколько рубрик. Первая из них – это духовность и вера народа Саха, где мы рассказываем о традициях и религии наших предков. В другой рубрике «Якутия в истории российско-американской компании» ведущая Марина Яковлева исследует и рассказывает об наших предках, работавших в российско-американской компании за пределами России. Очередная страница, также связанная с музеем, которая называется «По следам северо-тихоокеанской экспедиции» Джессупа, основана на сибирской коллекции, собранной во время этой экспедиции и на базе которой
проводятся совместные проекты между музеем и традиционными мастерами из нашей республики, ведущая Вера Соловьева. В очередной рубрике исторической Таня Васильева и Олег Капитонов расскажут о неизвестных страницах нашей истории. С помощью нашего сайта мы хотим поделиться примерами культурного возрождения в мире и рассказать об этой очень важной современной мировой тенденции, с помощью которой сохраняется разнообразие культур и народов. Поскольку Арктика является одним из наиболее уязвимых регионов в мире, мы решили уделить этому региону специальное внимание и выделили место на нашем сайте. В категории Симсе ворота откроются в мир искусства. Здесь в рубрике «Сказочные поболталки» ведущая Надя Семенова поделится своими размышлениями о, казалось бы, обыденных жизненных ситуациях. В блоге о литературе и кино Юрий Иванов поделится своими впечатлениями после прочитанных книг и просмотра фильмов. Ведущая Ирина Григорьева в рубрике «Культпоход» расскажет о культурных мероприятиях, которые случились в разных регионах мира, в том числе и в нашей республике Саха-Якутия. Очередная страница открытия путешествия будут интересны для многих путешественников, и для тех, кто едет в республику Саха-Якутия, и тех, которые путешествуют по миру. Ведущими данной категории являются Олег Капитонов, Надежда Павлова и Рада Данилова. Страница «Знания в жизнь» состоит из нескольких подрубрик. Первая из них – это исследования исследователей, где мы рассказываем о исследованиях в нашей республике и исследователях родом из республики Саха-Якутия, ведущие Людмила Никанорова и Вера Соловьева. Мы также будем делиться информацией о стипендиях и грантах. И в рубрике «Образование. Информационный портал» ведущие Наталья Львова и Надежда Павлова будут рассказывать о разных образовательных системах мира, в том числе об образовательных ресурсах в нашей республике Саха-Якутия. В категории «Милый дом» мы делимся советами по воспитанию детей, а также обмениваемся рецептами любимых блюд, то есть всем тем, что составляет основу и уют каждой семьи. Ведущие данной рубрики Варя Назарова и Айта Фектерборг. Конечно, работа сайта была бы невозможна без слаженной работы технических редакторов. Мы очень рады, что у нас подобралась замечательная команда редакторов. Это Жаргал Соловьев, Олег Капитонов, Николай Артемьев, Вероника Попова, Варя Назарова. И важную работу корректировки выполняет Яна Анисимова. Помимо собственного сайта у нас имеется также несколько ресурсов. Это YouTube Саха Диаспоры и страница на Фейсбуке. Администратором этих ресурсов является Николай Артемьев. Мы еще очень рады, что у нас сложилась чудесная команда ведущих Инстаграм-канала. Вы уже с ними знакомы, это ведущие наших рубрик. Я очень надеюсь, что наш сайт будет не только интересным, но и полезным. Добро пожаловать! Мы благодарны Анатолию и Вере за их активное участие в жизни республики и постоянную связь с земляками. Уважаемые журналисты, разрешите перейти к вопросам. Приглашаем вас к микрофону. Уважаемые участники, сейчас будет произведено прямое подключение со сквера «Ворота Якутска». Вас приветствует
Петр Николаевич Говоров. Смотри. Добрый день, Петр. Меня слышно? Да, вас прекрасно слышно и видно. Расскажите, что у вас там происходит. Добрый день, уважаемые участники презентации. Сегодня мы находимся здесь, прекрасный день. Солнца, к сожалению, нету, но скоро выйдет, я чувствую. Сквер, и я не один в сквере ворота Якутска, потому что был бы один, это как-то непонятно было бы здесь у нас. А у нас представители национально-культурных объединений Республики Саха-Якутия. Аплодисменты им, если возможно. Мы работаем в прямом эфире. Ну и, конечно же, вот этот замечательный арт-объект, посвященный столетию образования Якутской ССР и счета до наступления исторического события. Мы этого исторического события давно ждем. Ну и, конечно же, уже все И еще хотел бы добавить, что это не единственный арт-объект. Также в самом конце города, а именно на фасаде детской школы искусств, размещена официальная символика столетия образования Якутской ССР. И давайте мы не будем тянуть, потому что я знаю, что все на нас смотрят. И начнем со счета 5. Вы готовы? Итак, дорогие, вы готовы? 5, 4, 3, 2, 1. Дорогие наши, запускаем! Таймер! Громче! Исторический момент, события года, столетия! Участников и гостей презентации приветствует заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Юта Секретарь и солистка народного вокального ансамбля «Русь Оксана Бор». Песня о Якутии. Давайте поприветствуем! 27 апреля 1922 года Это 27 апреля 1922 года Президиум Всероссийского Центрального исполнительного комитета ПСИ
принято постановление об автономной Якутской Социалистической Советской Республике как федеративной части РСФСР с административным центром в городе Якутске. Бурные аплодисменты! Спасибо! Большое вам спасибо. Спасибо за ваше единение. Поздравляем вас. Заключительное слово предоставляется Сергею Васильевичу Местникову. Пожалуйста. Ну, уважаемые коллеги, собственно, сегодня состоялась очень интересная встреча. Мы попытались рассказать вам о проводимых работах по подготовке к проведению мероприятий, презентовали вам юбилейную эмблему и запуск официального сайта. Я думаю, что у нас вот осталось ровно год до официальной даты 27 апреля, но тем не менее празднование, подготовка к празднику, они начинаются уже сегодня. И надеюсь, что сегодняшнее событие и завтрашний праздник 27 апреля дадут свой вклад в поднятие настроения, в подготовке этого праздника. Я еще раз призываю всех жителей республики активно подключиться к работе по подготовке к празднованию. Это очень имеет историческое значение, особенно для подрастающего поколения, чтобы они знали, какие по последующим решения и какой толчок развития Якутии получила после объявления автономии Якутской АССР. Поэтому еще раз всех с наступающим праздником. Всего доброго. Благодарим всех за участие. С наступающим праздником. Спасибо. Столетие образования Якутской АССР. 27 апреля 1922 года Якутия стала автономной республикой в составе России. В год празднования столетнего юбилея автономии Якутии мы вспомним главное о людях и событиях. Первые тонны самородного алданского золота, бесстрашный подвиг якутских солдат на военном фронте, первый алмаз на Вилюе, открытие университета, строительство газопровода на Вечной Мерзлоте, олимпийское золото, самобытный театр. Летопись родной Якутии хранит память о каждом, кто своим трудом и стремлением к невозможному сумел построить в суровых условиях Крайнего Севера новый мир. В 2022 году вместе празднуем столетие образования Якутской АССР.